смотрите, судя по вашей рабочей системе, я сейчас показываю вашу рабочую систему, в которой вам придется работать. Вот в муниципалитете город Сыктывкар заодно проверю системные настройки, то есть настройки системные, общеобразовательные. Эта функция доступна муниципальному администратору. Сейчас, секунду, здесь уже вышли. Сейчас войду. Так. И пойдем вот в один из муниципалитетов, в любимый Сыктывкар, и посмотрим настройки. То есть это делают муниципальные администраторы, а у школы, если что-то не так и что-то не работает, они должны обращаться к муниципальным администраторам. То есть первое, текущий учебный год, 18-19 должен стоять, и обязательно галочка отображать на публичном портале данные будущего года. То есть приемная кампания у нас по отношению к текущему 18-19 будет какой? 19-20. То есть то, что нам и надо. И в реестре должна быть создана приемная кампания. Вот приемная кампания на уровне муниципалитета. Она должна быть активна. Вот она, прием граждан на обучение в первый класс на 19-20 год. Начинается 30 января 2019 года. Заканчивается 1 июля. Так, все правильно вроде здесь настроено, хорошо. Потому что сегодня я, например, в Свердловске смотрела, они все так хорошо сделали, но здесь вот по ошибке поставили не 19 год, а 18. Понятно, что у них ничего не работает, она уже прошла. Вот здесь в Сыктывкаре я проверила, все нормально. Еще сейчас залезу в саму приемную кампанию, выделила, редактировать и посмотрю, что внутри у нас приемной кампании. Ну, все правильно здесь, правильно. Первая параллель, то, что нам и надо, учебный год нужный. Все образовательные организации сделать активным, и чтобы подавалось с портала, все галки проставлены. Ну, замечательно. Сохраним и все. Теперь в каждой школе, в каждой образовательной организации, которая принимает участие в приемной кампании, должны быть созданы классы. И вот я сейчас первую попавшуюся какую-нибудь школу Сыктывкара проверю. Вот физико-математический лицей. Возьмем и посмотрим. Классы. Классы отсутствуют. Значит, эта школа не будет принимать участие. Что должно быть в школе? В школе должна быть прикреплена образовательная программа и созданы классы 19-20 года. Иначе куда мы будем подавать заявление? То есть вот тут уже, если есть представители школ, то вы должны знать. А вот про гимназию. Ну-ка, давайте посмотрим. Образовательная программа с типом общеобразовательной висит. И классы 19-20 года вот создан первый класс. 25 свободных мест. Вот эта школа у нас примет участие в приемной кампании, в электронной. То есть обязательно у школы должно стоять опубликовано, да, в разделе «Организация», да? В блоке образовательной программы должна присутствовать одна хотя бы общеобразовательная программа. Ну, для начальных классов это начальное общее образование, школа России. И обязательно должны быть созданы классы, первый класс, куда мы подаем заявление 19-20 года. Сейчас я, чтобы вот не портить вашу школу, я пойду на тестовую площадку переключусь. Все у нас там нормально идет, да? Так, мне пишут, нет изображения. Ctrl F5. Так, все понятно. То есть я переключаюсь на тестовую кампанию и показываю. Можете записывать реестры. Сейчас, секундочку, страничка обновится. Так. Подвисла наша система. Тестовая причем. Так, секунду. Сейчас мы зайдем сюда. Идем в муниципалитет.
и в раздел. Я прям потихоньку буду говорить. Если надо, делайте себе пометки. Реестры образовательной организации. Заходим в свою школу. Вот своя школа у каждой школы доступна для редактирования. Нажимаем на ссылку с названием школы. И вот, пожалуйста, мы можем редактировать. Вот, смотрите, стоит у меня. Опубликовано нет, а нам надо, чтобы было опубликовано да. Мы делаем редактирование, блок организация. И ставим в этом блоке. Что-то у меня виснет немножко моя программа. Ну, пойдем тогда в вашу систему. То есть редактирование, организация, это должно быть опубликовано. Если у вас не стоит галочка, вы ее ставите и сохраняете. Дальше, привесить нам надо образовательную программу. Делаем редактирование, что? Образовательные программы. Выбираем тип образовательной программы общеобразовательная, выбираем нужную программу. Я вот сейчас среднего подвешу, да, но я ее удалю. Добавить и сохранить. Вот, чтобы в этой школе не было проблем. Вот она у нас появляется вот так. Чтобы у них не было проблем, я сразу удалю их. И еще надо создать классы. То есть редактирование классы. Добавляем год. Вот тут вот плюсик есть. Год добавляем 19-20. Потом надо явно щелкнуть по этому году. И добавляем первые классы. То есть первый, литера А, профиль выбираем. Ставим количество свободных вакансий, максимальная наполняемость, выбираем программу и нажимаем кнопку «Сохранить». То есть, еще раз, в школе должна быть программа, первые классы, и эта школа должна быть опубликована. Все остальное, вот создание приемной кампании, проверка настроек, чтобы там был текущий 18-19 и стояла галочка отображать на портале данные будущего года. Это задачи муниципального администратора. Вы должны видеть, что у вас на портале начат обратный отчет. То есть на портале, на публичном, должно при нажатии на кнопку «Зарегистрировать заявление в будущий год» отображаться обратный отчет, что до приемной кампании осталось столько-то часов, столько-то минут. Как только приемная кампания будет начата, можно будет регистрировать заявление. То есть регистрацию заявлений будут осуществлять родители с портала, там несколько несложных полей, которых надо запомнить. И в принципе регистрацию может осуществлять сама школа. Вот она, регистрация заявления в ООО. Не разрешает что-то. Регистрация заявления в ООО. Вчера все работало. Ёлки-палки. Так. Ну что, пойдем сюда. Пойдем к вам. Я сейчас создам тестовую кампанию. Приемная кампания. Добавить. Будущий год. Начало было вчера. Алла. Конец. Алла. Первое. Что-то пропало видео. Сейчас посмотрим. Так. Ну-ка смотрим. Да, видео что-то у нас нет. Так, я сейчас выйду, так, рабочий стол. Сейчас выйду, зайду. Коллеги, у кого... алло. Коллеги, у кого нет звука или Раз, видео... два, три. Все нормально. У кого нет видео, звука... через Google зашла, не через Оперу. Это у меня система открыта тут. Давайте попробуем. Все нормально, сейчас появилось видео. Сейчас я вот попробую в свою систему зайти через Google. Нормально, все видно. Ага.
Так. Коллеги, у кого, если что-то не работает, значит, у вас либо проблема с интернетом. Варианты следующие. Поменять браузер, попробовать обновить браузер, перезайти, выйти из вебинара и зайти снова. Вот такие варианты решения. Если все это не помогает, ну, значит, у вас что-то с интернетом. У нас все работает, ну, и как бы вот 136 человек, буквально 5-10 человек пишут, что что-то не работает. Поэтому смотрите, это ваши проблемы с интернетом. На будущее имейте в виду, что чтобы участвовать в вебинарах, ну, нужен более-менее, чтобы был приличный интернет. У кого не работает, еще раз попробуйте выйти и зайти в вебинар. Выйти, кнопочка «Выход» в правом верхнем углу и зайти снова. Сменить браузер, как вариант. Или Ctrl F5 обновить кэш браузера. Вот такие варианты. Я пока... Алена Александровна, ну ничем помочь не можем, у нас все работает. У нас все. Попробуйте еще Internet Explorer, что маловероятно, но как вариант. Попробуйте Mozilla еще. В Mozilla часто последние версии. Если у вас последняя версия Mozilla, может, в ней работает. Алла, продолжаем? Да. Я что-то только не разберусь, куда ваша делась компания приемная на 18-19 год. Так, прием, вот она, ваша реальная компания, да? И вижу тестовую, вот это тестирование заявлений по 20-е. Давайте я ее сделаю сейчас активной и на ней покажу. Сделать активной, сохранить. А эту пока сделаем неактивной. Сейчас вот эту. Редактирование. Нет. Тестовую. Редактирование. Активной сделать. Ну, то есть я что еще хочу раз подчеркнуть, что граждане сами подают с портала заявления, которые падают к вам сюда в реестр заявлений. Вот здесь ваши все заявления будут в разделе «Реестры», «Заявления», «Школьники». И, собственно, родитель, который не имеет доступа, например, к компьютеру или у него нет интернета, он может точно так же прийти в школу, и там сидит человек, который открывает нашу систему и может зарегистрировать заявление там со слов заявителя. То есть регистрация происходит в разделе «Реестры», «Регистрация заявления в ООО». Вы открываете вот подобные же, точно такие же поля у родителя на портале. И начинается заполнение. Я как бы специально делаю такие данные, чтобы потом их можно было удалить, потому что я в вашей системе. То есть фамилия, имя, отчество заявителя, вот он заявитель. Тип документа здесь выбирается, могут быть различные типы. По умолчанию стоит паспорт гражданина СССР. Значит, должен быть формат 4 цифры серия и 6 цифр номер. Если вы делаете ошибку, система сразу сообщает об этом краснотой. Видите, красное сразу. То есть это сигнализирует о том, что вы где-то некорректно вводите данные. Далее записывается, кем был выдан, когда был выдан паспорт и код подразделения. То есть, видите, даже если сделала не по формату код подразделения, мне сразу сообщило краснотой. Далее нам добавить надо гражданство. Вот видите, кнопочка «Добавить». Многие не нажимают ее «Добавить», и у них вот неактивна кнопка «Далее». Распространенная ошибка. Россия просто как наиболее частое встречающееся в нашей стране гражданство, оно здесь выпадает в выпадающем списке первой, а вообще тут есть масса других гражданств. То есть не забыть нажать кнопку «Добавить». Выбираем тип заявителя, обычно родитель, опекун, либо лицо действующее, лицо о приеме на самого себя, для первоклашек не актуально. То есть родитель, опекун подают у нас. Указываем родственную связь, кто это, мать, отец, родитель, может иное, очень любят родители, мать, отцы, выбирать иное. Но обычно как бы лучше выбирать все-таки реальную, отец. Здесь вот если к вам пришел человек, который не сам подал заявление с
портала, а пытается, чтобы вы его зарегистрировали, то есть вам надо распечатать вот здесь на голубенький значок принтера, надо будет распечатать бланк согласия на обработку персональных данных, дать на подпись заявителю, поставить галочку, что он подписал, и переходим на следующий шаг. Следующий шаг у нас ребенок, то есть записываем имя, отчество ребенка. Отчество может не быть, тогда мы галку снимаем, есть отчество. Ну, вводим данные ребенка, фамилия, имя, отчество. Выбираем его тип документа. Наиболее распространенное свидетельство рождения, и значит это тоже формат, то есть латиница, дефис и две большие русские буквы. Тут когда начинаем набирать вот эту серию, выходит подсказка, видели, да? В каком формате набирать. И 6 цифр номера. Далее мы записываем, кем был выдан этот документ, указываем дату выдачи документа, указываем номер актовой записи, это все берется из свидетельства, добавляем точно так же гражданство, указываем пол, указываем СНИЛС, указываем дату рождения. Ну, я так на бум ставлю, да, лишь бы у меня тут проверки нормально совпадали. И место. Ой, вот здесь вот у меня как раз проверка дата выдачи 10-й год, а дата рождения не пойдет. Так, 9-й год. Вот так. И место рождения, например. То есть, видите, у меня вся краснота исчезла, страничка у меня нормальная, корректная, и я могу перейти на следующий шаг. Следующий шаг, как оповещать по e-mail или по электронной почте. Ну, обычно там телефончик записывается, или по электронной почте, тогда надо ввести будет в нужном формате e-mail здесь заявителя. И выбираем адрес проживания, адрес регистрации по прописке. И прям красным написано, адрес регистрации обязательно для заполнения. Вот адрес проживания хотите заполняйте, хотите нет, а вот адрес регистрации обязательно. Поэтому мы берем изменить, нажимаем и начинаем выбирать из выпадающих списков. То есть я в городе Сыктывкар, я напишу Сыктывкар. Если у Сыктывкара есть какие-то районы, я могу выбрать район. Здесь вот нет районов таких. То есть у нас город Сыктывкар. Начинаю набирать, она, видите, мне предлагает этот город. Я в него тыкаю. Дальше улица у нас. Набираю начальные буквы улицы, она предлагает мне улицы. Я ее тыкаю в нее, в название, в нужную улицу и выбираю. Точно так же с поиском дома. Набрала дом 10, вот она мне предложила дома, в которых встречается комбинация 1-0. Я выбрала дом. Ну, квартиру тут уже вручную. Формирую индекс автоматически и нажимаю «Принять». У меня ввелся адрес регистрации. Точно так же я могу ввести адрес проживания. Может, он где-то в другом месте живет. Это может быть. Заполнила «Принять». Вот у меня проживание, регистрации. Но вот когда система автоматически определяет, это человек имеет территориальную привязку или не имеет территориальную привязку к данной школе, вот система ориентируется именно на адрес регистрации по прописке. И поэтому ввод этого адреса очень важен. Он должен быть введен именно так, как я вот сейчас показала. То есть выбран из справочника ФИАС. По-другому система просто не сопоставит, ваш это ребенок или не ваш. Может получиться, что не ваш. Дальше мы сейчас не занимаемся заявлениями на перевод, и обычно льгот при поступлении в школу нету. Если у вас есть, ну отмечайте, что есть льготные категории, далее система может вам предложить справочник льготных категорий, который заполнил муниципальный администратор. Но вообще-то льгот каких-то особых в школу при поступлении нет, поэтому этот шаг мы просто пропускаем. Далее мы выбираем учебный год. Учебный год у нас будущий, то есть 19-20. Первая параллель. Вот здесь мы можем оставить любая, потому что иногда школу там что-то не заполнили, и она не сопоставляет классы.
Оставляйте, любая программа, профиль не выбрана. И далее мы видим, вот здесь, если вы регистрируете под областью видимости «Своя школа», в свою же школу, то у вас не будет вот этого вот длинного списка школ, у вас здесь можно будет выбрать только свою школу. Ну, вы берете и выбираете свою школу. И, соответственно, класс. И добавить. Вот так вот. То есть не только надо выбрать, но нажать кнопочку «Добавить». Я извиняюсь, что так подробно, потому что это частые ошибки. Вроде как бы выбрали, должна сама выбраться автоматически, но там есть еще кнопка «Добавить». Вот так она должна выглядеть. Следом ставим «Далее». Здесь вы можете прикрепить сканы документов, если работаете с этими сканами. Если не работаете со сканами документов, этот шаг можно легко пропустить. В результате мы видим наше заявление. Еще раз можем просмотреть все, что мы ввели по этому заявлению, сверить с документами, если они принесены, и нажать кнопку регистрации. Я не буду вам регистрировать заявление, потому что это как бы ваша реальная система. Но после того, как вы зарегистрируете это заявление, вот моя площадка так и висит. Я сейчас скажу ребятам, чтобы они посмотрели площадку. Так, а мы пойдем тогда на реальные базы. Итак, вот в вашей системе зарегистрированное заявление появится в статусе «Новое», и ему будет присвоен номер определенный. Бланк заявления можно будет распечатать, там есть специальная кнопочка на печать, но я хочу вам показать, как, собственно, дальше работать с этим заявлением. Настройки, статусы, общеобразовательные статусы. Я хочу показать вам цепочку статусов, с которой вы будете работать. То есть все вновь зарегистрированные заявления, которые падают с портала или которые вы регистрируете сами вот в ведомственной системе, они попадают в раздел «Реестры школьники» в статусе «Новое». Вот он, статус «Новое». Из этого статуса можно перейти в статус «Очередник», «Отозвано», «Снят учета». Ну, очередник мы переходим тогда, когда нам родитель принес пакет документов, мы нашли это заявление в реестре школьников, сверили данные заявления с пакетом документов, и вот тогда мы его переводим в статус очередник. Как это сделать, я покажу. Вот. Если отозвано, это значит, сам родитель его отозвал. Сам родитель отозвал это заявление. Ну, передумал поступать или что. Если родитель не отзовет свое заявление, он не сможет подать в другую школу заявление. Так, хорошо. Наладили мне площадочку. Продолжаем со статусами. То есть из нового, если все правильно, вы переводите его в очередник. Если родитель хочет отозвать заявление, значит переводите в отозвано. Снят с учета, я не знаю, зачем дали, ну, может, для чего-то и нужен. То есть вот правильная цепочка. Новая, очередник, если все идет по плану. Из статуса очередник, куда мы можем перевести? В направлен, отозвано или отказано до направления. Отказать до направления вы имеете право по каким-либо причинам. То есть, ну мало ли что, может вы перевели в очередник, а он что-то там не донес и нарушил ваш регламент. Отозвано используется статус, когда родитель все-таки на стадии, когда он уже в очереди стоит, вдруг отзывает свое заявление. И в статусе направлен, вот можно уже прекращать вам работать с заявлением, потому что далее уже будет перевод из направлен зачислен, а зачисляют их обычно уже когда, зачисляет сама школа уже в системе СГО. И вот этот вот переход направлен зачислен, он будет осуществляться автоматически, когда школа в системе сетевой город образования
будет создавать приказ на зачисление. То есть ваша будет цель принять все заявления в статусе новое, вовремя их перевести в статус очередник и потом направить в нужный класс. Если в школе создали там несколько классов, значит вы их будете распределять вручную. То есть еще раз перейду в свою тестовую систему и покажу реестр. Реестр заявления школьники. Вот он у меня уже направлен. Сейчас я ее крутану. Отказ. Так. Нет, тут немножко другая система. Секунду. Так, легче зарегистрировать новое. Сейчас, секундочку. Я извиняюсь за свою тестовую площадку, что она так вот у меня сегодня подводит. Сейчас, секунду, я сделаю вам новое заявление, а вы еще раз посмотрите. Значит, фамилия, имя, отчество заявителя, паспорт гражданина выдан, дата выдачи паспорта, код подразделения, добавили гражданство, так, дали согласие на обработку, дали данные ребенка, отчество ребенка, свидетельство о рождении, серия, номер, 6 знаков, кем выдан, дата выдачи, сейчас мы так сделаем, номер актовой записи по свидетельству. Так, добавить дата рождения. Дата рождения. Так, место рождения. Далее. Так, по телефончику. Я не буду вводить адрес, просто принять. Да что ж вы делаете-то? А, здесь не грузится у меня адресный справочник. Ну, пойдемте тогда в ваше заявление. Так, посмотрим. Коми. Так. Заявление. Школьники. Посмотрим, есть ли у вас заявление в статусе новое. Нету. Я прошу прощения, я долго не задержу вас. Вам еще раз повторение, мать учения. Так, ребенок. Специально сделаем такую серию, которая у вас в республике не должна встречаться. Номер актовой записи. Ну, кстати, система проверяет, чтобы ребенку было 6,5 лет на дату приема, то есть не меньше. Так. Так. 19-й год выбираем, параллель первая, далее
Здесь подгружается ваша школа. Вот в первую, простит меня первая школа, подам ей, я удалю у нее это заявление. Так, далее. И запускаем регистрацию. Вот у меня заявление, сейчас оно зарегистрировано будет, ему присвоится номер. Если мы перейдем к заявлению, то мы увидим вот эту кнопку, можно распечатать бланк заявления. И еще что с ним можно сделать. Если вы вдруг хотите поправить какие-то данные, вот у нас кнопка редактирования, информация редактируется по блокам. Заявление, тут, собственно, вот льгота, может быть номер названия документа, подтверждающего льготу. Редактирование, заявитель, данные, то есть контактные, тут адрес проживания, адрес регистрации. Редактирование, желаемые параметры, ну здесь, в общем, нечего редактировать, потому что, ну, год, первый класс, да. И еще у нас есть данные заявителя и данные ребенка. Чтобы их редактировать, мы прям на синюю ссылку фамилия, имя, отчество заявителя и ребенка нажимаем, и здесь тоже есть кнопка «Редактировать». Общая фамилия, имя, отчество можно редактировать, если допустили ошибку. И документы можно редактировать. То есть здесь все редактирование вот осуществляется по блокам информации самого заявления. И вот здесь по цепочке тоже можно переходить. Как мы переводим из статуса в статус? Мы можем зайти в само заявление, и здесь есть командная строка. Перевести в статус. Мы выбираем, в какой статус мы хотим перевести, и нажимаем кнопку «Выполнить». И также с заявлением можно работать через реестр школьников. То есть вот, пожалуйста, в реестре школьников у нас есть заявление. Мы можем его отметить галочкой и перевести в статус очередник, вот сделать «Выполнить». Заявление перевелось в статус очередник. Вот мое заявление, видите, очередник. Дальше, что нам делать с очередниками? Вот смотрите, тут как бы есть такой момент. Вообще-то система сама определяет, принадлежит он по прописке по закрепленной территории к данной школе или не принадлежит. Но для этого муниципальные администраторы должны настроить привязку по территории. Смотрите, как это делается, если здесь есть администраторы. В разделе «Настройки» есть разделчик «Закрепленные территории». Администратор выбирает программу «Общеобразовательная», и здесь у него все школы. Я понимаю, что особенно для больших муниципалитетов это достаточно большая работа, но сделайте ее один раз, она у вас на годы сохранится. Можно потом будет только подредактировать. Выбирается нужная школа, и для этой школы добавляются все адреса. То есть мы выбираем улицу, то есть огромный такой список вот этих улиц, да, и указываем, например, все дома можно указать, либо четные какие, если это отдельные дома, вот 2, точка с запятой, 6, точка с запятой, или там со 2 по 10 только четные дома. Или, если это нечетные, можно еще и нечетные указать. А если есть какие-то дома с литерами, с корпусами или еще какие-то, то их указывают в строчке выбранные. Причем указывают так, как они забиты в справочнике ФИАС, чтобы при сопоставлении адреса регистрации в заявлении и адреса в настройке территории заданной школы система могла сопоставить, что данный адрес регистрации принадлежит данной школе. Где отображается вот эта привязка по территории? Когда мы все вот это вот, если настроите, успеете до 1 февраля, я надеюсь на это. У нас в заявлениях, в школьниках, есть вот такой столбец, вот выбор колонок, который называется «Адрес закреплен за ООО». Вот его хорошо бы показать, то есть нажмите «Показ», и он вот здесь вот у нас будет. И этот столбец надо перетащить на первое место, потому что обычно сначала мы должны вообще по
по правилам, да, по законодательству сначала брать в школы тех, кто проживает на закрепленной территории. И вот если у нас адрес ребенка будет совпадать с настройками данной школы закрепленной территории, вот в этой колонке будет «да» стоять. Затем, что нас еще интересует? Должна быть, если у вас есть льготы, то должен быть столбец. Сейчас найду его. Приоритет льготы. Вот показ еще. Вот на втором месте мы ставим приоритет льготы. То есть сначала должен быть адрес, потом приоритет льготы выставить. Вот так. Адрес, приоритет льготы. И третье, нас интересует, когда это было зарегистрировано. То есть дата регистрации заявления. Вот, зарегистрировано. Готово. Вот эту вот дату мы должны поставить на третье место. Вот. То есть этот реестр строится. Адрес закреплен за ООО. Приоритет льготы какой у него? И дата регистрации. Вот в первой колонке мы должны нажать на колесико. Вот это. И выбрать «Сортировать по нескольким». Все вот, что тут у меня написано, мы убираем, а отмечаем адрес закреплен за ООО, приоритет льготы и зарегистрировано. Причем адрес закреплен за ООО нам надо, ну пускай так, по убыванию, а ДАК нет, должен быть. Приоритет льготы по возрастанию, по убыванию должен отсортирован. И зарегистрировано по возрастанию. То есть стрелка вверх, стрелка вниз, стрелка вверх. И готово. И тогда у вас вот этот реестр дошкольников будет отсортирован автоматически. То есть школе не придется каждый раз заглядывать вот в этот столбец и решать, вот этого мы распределим или другого. То есть вот при такой сортировке у вас сразу пойдут сначала те, у кого адреса закреплены за школой, потом в рамках тех, у кого адреса закреплены, будет отсортировано по приоритету льготы, и потом по дате регистрации от более ранних к более поздним. Отсортировав таким образом реестр, вы будете легко их прямо из реестра переводить в нужный статус. Ну, это снят с учета, то есть брать и переводить в нужный статус. То есть направлять. Здесь, кстати говоря, можно добавить всякие фильтры. Например, статус, вы же только очередников переводите. Кто не успел с документами и опоздал, не уложился в регламентные сроки, ну, сами виноваты. Потом останутся в статусе новые, и вы их как бы можете дать им со спокойной душой отказ, если заявление в статусе новое не предоставили вовремя пакет документов, оригиналов документов. А с очередниками, вот как я рассказала, отсортируйте реестр, адрес, приоритет и зарегистрировано, и прям по очереди начнете направлять. То есть отмечаете галочкой, выбираете перевести в статус направлен в ООО, выполнить. И тут открывается ваша школа, должна быть. Вы выбираете школу, причем щелкайте не на самой вот школе, прям где у нас синеньким, а то откроется информация об этой школе. Ты только не направляй, а то они не удалят потом. Ага, ладно, хорошо. Выбрали школу, выбрать отмеченную ОУ, выбрали класс и нажали кнопку «Распределить». Я не буду распределять вот по просьбе Вячеслава Алексеевича, оставлю его в статусе очередник, да, вот. Но у вас заявление перейдет в статус «Направлен». Все, в общем-то, в этой системе работа с заявлениями будет считаться оконченной. А куда эти направленные вообще попадают? Они попадают в СГО, в пул распределенных из очереди. И тут вот хорошо бы, сейчас я вам покажу.
вот они все попадают в пул распределенных из очереди. И школа, когда она заходит, сейчас попробуем сюда зайти, когда она заходит в раздел движения воспитанников и начинает создавать приказы о зачислении в школу, у меня тут, к сожалению, детский сад, но в школе то же самое, создает приказ о зачислении, добавить, пишет здесь номер документа, да, и добавляет воспитанников в приказ, дату документа пишет, когда именно зачислили они. А в школе есть еще дата там, документа о принятии решения о зачислении, то есть это когда его направили. Выбирает вот здесь вот список распределенных из очереди, добавить. И в этом списке, ну в данном случае он пуст, а вообще у вас будут все направленные отображаться в этом списке. Вы их галочками чик-чик-чик и в приказ добавили. Приказ добавили, и как только приказ о зачислении будет создан, то в системе Е-услуги все направленные переведутся автоматически в статус «Зачислен». Но это уже будет делаться, сейчас скажу, в конце августа, в начале сентября. Вот мой совет, чтобы у вас, у родителей не возникало сомнений по поводу того, зачислила школа или не зачислила. Вот через Вячеслава Алексеевича согласуйте, чтобы статус направлен был переименован в статус, например, зачислен в класс. Вот такой. То есть у вас будут вместо направлен зачислен в класс, а вместо зачислен в ООО так и оставляйте. То есть разница как бы небольшая, но вы, школа, которая работает с Е-услугами, будете понимать, что зачислен в класс – это те, которые вами уже направлены в класс, но еще в системе сетевой город образования на них не создан приказ о зачислении. Приказ о зачислении создан, он из зачислен в класс перейдет автоматически зачислен в ООО. Это вы будете знать, что приказ создан, ребенок зачислен из пула распределенных из очереди, а это так и должно происходить, только из пула распределенных из очереди. Иначе они у вас так и останутся в статусе направлен висеть. Вот. То есть вы будете знать, что там создан приказ, а для родителей, для них что зачислен в класс, что зачислен в ООО, одно и то же. Просто у них не будет возникать лишних вопросов, почему я вешу в статусе направлен. Мы не можем в СГО зачислить раньше, чем начнется переходный период в следующий год детей. Вот, а он начнется еще только где-то апрель. А приемной кампании, как вы понимаете, уже в феврале. Вот. Сейчас я вернусь